Добрый вечер. Сканер сегодня выходит в другом антураже, в другом декоре. Нет, мы не меняли концепт, просто в нашей привычной студии сейчас проходят технические работы. Ну, это последняя программа в этом году. Мы не претендуем на подведение итогов, но некоторые выводы, конечно, сделаем. Безусловно, поговорим о войне в Украине, войне, которая меняет мироустройство. Какой была жизнь до российского вторжения и после? Об этом мы, конечно, не только поговорим с советником президента Украины Михаилом Подоляком, частым гостем на Молдова-1. И еще одно событие, которое не осталось незамеченным в западной и российской прессе, но широко освещалось, но практически не освещалось в прессе молдавской. Вот это упущение мы исправим, а речь идет о освобождении, точнее даже об обмене торговца оружием Виктора Бута на спортсменку, американскую баскетболистку Британи Грайнер. Вот почему Кремлю так важно было вызволить из тюрьмы Бута. Об этом поговорили с журналистом-расследователем издания The Insider Сергеем Каневым. Ну и чем ознаменовался этот год для нашей страны, для Молдовы? Конечно, это получение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом тоже поговорим. Ну а напоследок слова, поисковые запросы и люди, а точнее, один человек года. Ну что, Андрей, поехали? Поехали. Утро 24 февраля изменило жизнь украинцев. В каждом доме тогда пришло осознание. Соседняя страна сделала то, что когда-то казалось совершенно невообразимым, невозможным. Развязала войну. Путин рассчитывал на трехдневную операцию, план провалился, Украина выстояла, несмотря на то, что Запад сначала весьма скептически относился к возможностям Киева противостоять второй армии мира. Да, давали 3 суток ему, что максимум. Это да. Но в результате Запад все-таки поверил, не просто поверил, а стал помогать. Помогать финансово, помогать с размещением беженцев, ну и, конечно, самое главное, помогать вооружением. Ну а каждый день журналистов по всему миру начинался и начинается с военных сводок. Из сводок этой недели. Очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре. Выпущено более 60 ракет. Полностью обесточено несколько регионов, по всей стране аварийное отключение света. И к нам подключается, сейчас, надеюсь, да, подключается, советник президента Украины Михаил Подоляк. Михаил Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что всегда находите время ответить на наши вопросы. Ну, вы же наши добрые соседи, как я могу отказывать Молдове, да, в том, чтобы с ней общаться. Это супер. Этот год выдался тяжелым, ну что тут говорить, трагическим. Год, в котором все привычные доселе ценности подверглись, ну, как минимум, переосмыслению. Да? Война изменила все. Вот каким будет мироустройство после? Какие-то очертания вам уже видятся? Безусловно. Вы знаете, я бы чуть-чуть иначе посмотрел на ситуацию. Не то, что изменилось мироустройство, просто то, что было скрытым, стало явным. То есть вот долгое время, и даже сейчас мы еще замечаем остатки вот этой, скажем так, консервативного мышления, которое воспринимали ту же Российскую Федерацию как страной современного типа, с которой можно иметь те или иные договорные отношения. Я сейчас говорю не только про бизнес или про экономику, я говорю прежде всего там про культурную среду, про медийную среду, про политическую, идеологическую составляющую и так далее. Эта война показывает, что Россия — это совершенно не тот тип цивилизации, к которому мы с вами привыкли. И просто сейчас Украина, к сожалению, большой кровью доказывает, что в таком виде государство, тем более на европейском континенте, существовать не может. И мы, конечно же, эту историю доведем до конца в любом случае. Тут я хочу подчеркнуть следующее. Вот вы говорили о 3 днях, в течение которых планировалось поставить Украину на колени. Просто, может, мы с вами не совсем до конца понимаем хронологию в российском исчислении. Может быть, 10 месяцев войны — это у них еще 3 дня не закончилось, и поэтому давайте не будем спешить с выводами. Но, тем не менее, смотрите, как сейчас ситуация выглядит. Ситуация выглядит следующим образом. Первое. Российская Федерация — страна, не имеющая эффективного военно-промышленного комплекса, экономики в целом и армии как таковой. То есть это не то, что не вторая армия мира, это в принципе малоподготовленная, малотехнологическая армия, которая воюет в старых традициях количеством.
Вторая составляющая. Собственно, Европа радикально изменилась уже. Они делают, я имею в виду европейские политические лидеры в разных странах, делают абсолютно однозначные выводы о природе этой войны. Они сегодня позволяют себе весьма жесткие юридические характеристики Российской Федерации. И Россия в любом случае не вернется к тому статусу, который имела до этой войны. Это чрезвычайно важно, потому что Европа будет выглядеть совершенно иначе. Третья составляющая очень важна, я об этом уже коротко сказал. Мы в любом случае эту войну правильно финализируем. И, кстати, об этом тоже наши партнеры уже не сомневаются. Мы в любом случае доведем ее до конца ради решения еще двух задач. Кроме освобождения своей территории, понятно, ради решения двух обязательных задач, которые мы перед собой ставим. Это вернуть миру понятие международного права, что если ты что-то нарушаешь, то ты за это будешь нести достаточно жесткую ответственность. И второе, в рамках этого же международного права посадить субъектов, авторов войны, не только господина Путина, но там целый ряд субъектов, посадить на скамью подсудимых. Мы это в любом случае доведем. И мне кажется, что сейчас... Вы знаете, вот если в первые 3 дня мы бы с вами рассуждали, в первые 3 дня войны мы бы с вами рассуждали о том, что такое война и как может устоять Украина, и может ли Украина вернуть себе, например, Крым, то сегодня это обсуждается уже в полном объеме в самой Российской Федерации. То есть они готовятся к поражению как таковому. Господин Подоляк, скажите, пожалуйста, вот вы затронули эту тему, что примерно как вы видите концовку войны, но чуть-чуть давайте раскроем. Что может считаться концом этой войны? Ну и, конечно, вопрос, когда? Это по прогнозам. Понятно, что вы не можете сказать точно такого-то числа, в такое-то время, но примерно когда она ожидается, ее окончание? Я уже неоднократно говорил, это хорошие вопросы, но, конечно, хочется точно знать примерный порядок окончания войны, хронологию окончания войны. Но я уже неоднократно говорил, что зависимость прямая, математическая зависимость от объемов оружия. Истощение Российской Федерации налицо. Вот эти удары крылатыми ракетами, они показывают несостоятельность России. То есть был, во-первых, не 60, а 98 ракет вчера по территории Украины наносился удар. И, безусловно, мы уже сегодня имеем более-менее восстановленную энергосистему, то есть она объединена обратно, то есть мы решаем все вопросы, касающиеся поставок воды, касающиеся поставок отопления в дома и так далее. То есть мы эти вопросы решаем. Российская Федерация истощена. Они делают ставку сейчас только на мобилизованное количество 200, 300, 400. Вы только подумайте, вот я сейчас называю цифры, 200, 300, 400 тысяч мобилизованных, которых они хотят отправить в Украину, чтобы они здесь умирали, забрасывая своими телами наши позиции. Вы поймите только, когда я об этом, это не просто математика, это конкретные цифры, что Россия сегодня делает даже с собственными гражданами. То есть она их отправляет сюда большими эшелонами, не собираясь, конечно, их там хорошо обмундировать, хорошо дать им хорошее оружие и так далее, потому что в России всего этого нет. Вот для нас важно получение большого объема оружия, цифры обозначены, цифры бронетехники, артиллерии, снарядов, ракет большой дальности, мы все это обозначаем, партнеры это знают. И вот если они окончательно для себя примут решение, а мы уже практически на финализации этих переговорных процессов примут для себя решение, что Украина должна получить все необходимое оружие, то процесс освобождения, мы сейчас перейдем к что такое правильный финал войны, процесс освобождения территории украинских, он будет резко ускорен, и мы действительно к весне, к середине, к концу весны можем выйти на понимание, что война уже подходит к своему неизбежному финалу, в котором ключевая точка – это поражение, военное поражение Российской Федерации. А теперь, что такое реальный финал войны? Я понимаю, что многим людям хочется, чтобы война остановилась здесь и сейчас. То есть давайте там садитесь, ведите какие-то переговоры, соглашайтесь на что-то и так далее. Это невозможно, потому что любая неправильная финализация войны приведет только к последующей эскалации, к возникновению следующих очагов боевых действий, и не только на территории Украины. Потому что Россия будет находиться в состоянии реваншизма внутреннего, она будет требовать продолжения войны, потому что захочет получить компенсацию за вот это унижение, как они считают, то, что они не смогли за 3 дня поставить на колени Украины. Поэтому финализация будет выглядеть следующим образом. Военное поражение на Донбассе, выход Украины на границы 1991 года Российской Федерации, включая Крым, подчеркиваю, включая Крым. Кстати, вчера представитель Белого дома, господин Кирби, четко сказал, что Соединенные Штаты, наряду с европейскими нашими союзниками, не видят ни малейшей
претензий, ни малейших проблем в том, что Украина разрабатывает и проводит операции на полуострове Крым, потому что это территория Украины. И в рамках международного права Украина вправе проводить любые операции на полуострове Крым. Так вот, освобождение вплоть до границ 91 года, первое. Второе. Безусловно, многолетние жесткие репарации контрибуционного плана. То есть Россия будет платить долго и упорно. И это не только те активы, которые сегодня находятся под арестом, я имею в виду в других странах, но и непосредственно прямые платежи Российской Федерации, и не только Украине. Безусловно, основная масса денег будет выплачиваться в Украине, потому что мы имеем сегодня там тотальное разрушение, это выжженная земля, по сути, особенно в восточных и южных регионах Украины, но в принципе по всей Украине, потому что каждый день нас как-то обстреливают там или в том или другом месте. Так вот, это многолетние выплаты. Третья обязательная составляющая, без этого мы никуда не денемся, и кроме этого об этом уже говорят и министры юстиции G7, и в принципе министры иностранных дел Европейского Союза как такового. Это обязательная процедура специального трибунала, еще раз подчеркиваю, специального трибунала, это не международный криминальный суд, например, в Гааге, это специальный трибунал, как по принципу Нюрнбергского трибунала, где российский нацизм, я еще раз подчеркиваю, надо называть вещи своими именами, это классическая нацистская идеология, которую исповедует Российская Федерация, она сегодня демонстрируется на всех площадках, публично России. Вот эти люди будут находиться в рамках этого специального трибунала в судебном процессе и будут осуждены. Дальше будем рассматривать вопросы о том, что может ли Россия существовать в таком виде, в котором нет с точки зрения ущерба для международного права и международного гуманитарного права. Кроме того, в самой России начнутся процессы политической трансформации, несомненно. Я считаю, что многие представители нынешней политической элиты России перестанут физически существовать в силу того, что Россия всегда идет по пути внутреннего бунта как такового. И, наверное, на какое-то время Россия замкнется в своих границах и попытается пройти через процедуру такую же, как проходила в начале 90-х годов, то есть первые выборы, демократические, относительно демократические конкурентные выборы, после этого внутреннее переустройство. Вот так эта война будет финализироваться. А вот остановка на границах 91 года может так дать шанс российскому режиму, допустим, сменить этикетку или отдохнуть, выдохнуть, да, и вернуться через несколько лет вновь? Я здесь, если позволите, добавлю тоже. Вот представьте себе, что советская армия во время Второй мировой войны дошла бы до своих границ и сказала: все, дальше мы не идем, там чужая территория. Я понимаю, это очень правильная в историческом смысле постановка вопроса, но все-таки мы живем в современном прагматичном мире. Мир требует поведения у цивилизованной части этого мира в рамках правил. У нас есть правила, международное право. Оно четко определяет тип войны, которую ведет Украина. Это оборонительная война. Да, она предоставляет нам право уничтожать все, что касается Российской Федерации на оккупированных территориях. Никогда мы не будем иметь по этому поводу никаких юридических претензий. Тем не менее, мы считаем, что в рамках международного права мы должны будем остановиться на границах 91 года, потому что это правила, которые необходимо придерживаться, и необходимо показать пример, что можно все-таки в этих правилах находиться. Что касается самой России, вы правы, что там может произойти кратковременный всплеск так называемых ультрапатриотических настроений, по сути, радикальных нацистских настроений, которые, собственно, сегодня и доминируют в российском медийном пространстве, но это будет кратковременный всплеск. Потому что Россия проиграет, и они по традиции Российской Федерации, это неизменная традиция России во все времена, даже, я бы сказал, в столетие, они начнут охоту на ведьм внутреннего плана. То есть они начнут искать тех виновных, которые виновны в том, что они вторглись без предварительного анализа последствий. Они заплатили выдающуюся цену, заплатят выдающуюся цену за свою глупость, абсолютную глупость. Они получат обнуление их исторического наследия как такового. Россия превратится в страну, которая будет переживать внутреннюю, еще раз подчеркиваю, революционную трансформацию. Это может быть в любом виде, но не в электоральном, безусловно. Это будет в виде классического российского бунта. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы на многие годы вперед Россия утратила, подчеркиваю, свой вот этот агрессивный потенциал, экспансионистский потенциал. Но тут очень важно другое. Вы ставите абсолютно хороший вопрос, перспективный вопрос о чем? Чтобы нашими западными партнерами
нами с вами не была допущена такая же ошибка, которая была допущена в 1997 году, когда было принято решение, что Россия не вернется в состояние СССР и никогда не будет выстраивать авторитарные или тоталитарные системы и не будет агрессивно угрожать своим соседям. Соответственно, Россия не воспринималась как угроза безопасности европейскому континенту, что было подтверждено в 2007-2008 году в рамках Мюнхенских конференций по безопасности. И, к сожалению, это привело к той трагедии, которую сегодня Европа переживает. Это другой тип войны, энергетической войны, которую Россия параллельно ведет с горячей военной операцией в Украине. Так вот, чтобы этих ошибок не было допущено, необходимо будет не позволять России превращаться, опять же, в сырьевую олигархическую империю. Но это уже задача, скажем так, глобальной политики. Я думаю, что после этого типа войны политика, действительно, вы с этого начинали, политика глобальная изменится. Она будет гораздо более справедливой, то есть она будет гораздо более ответственной. Это очень важное понятие. И она гораздо будет более правдивой. То есть не будет вот этого, знаете, так, замаскированного «говорим одно», а на самом деле спокойно берем лоббистские российские деньги, выстраиваем индустрии по обслуживанию российских интересов в Германии, во Франции, в Италии или в любой другой страны. Михаил Михайлович, личный вопрос. Скоро Новый год, праздник, который всегда ассоциировался с надеждой, планами на будущее, да? У вас получается строить планы? И вообще, вы помните вот тот довоенный Новый год? Безусловно, я все прекрасно помню. В этом можете не сомневаться. И, безусловно, у меня идеальные планы. Ну, наверное, планов, которые есть у любого гражданина Украины, таких идеальных планов быть не может. Мы поставим исторически важную точку в существовании российских империй, такого авторитарного или тоталитарного геноцидного типа империй, которые любят выстраивать, извините меня, гулаги. Я думаю, вы понимаете, что это за система лагерей, в которой живет Российская Федерация всегда, и которые любят приходить с огнем и мечом в дома своих соседей, массово их насилуя, убивая и мародеря их жилищ. Поэтому у меня идеальный план. Точно так же, как у любого, еще раз подчеркиваю, гражданина Украины, довести эту войну до правильного конца. Это феноменальная возможность оставить свой след в истории, свое имя в истории. И я думаю, что да, это большая кровь, это большие потери, большие страдания, но сильные нации, большие нации всегда проходят через это. И, соответственно, Украина будет навсегда вписана в историю человечества как страна, которая готова платить максимальную цену за право быть свободными. Я думаю, что других планов у нас быть точно пока не может. А после того, как мы правильно закончим эту войну, мы будем радоваться так, как, наверное, в этом мире мало кто радоваться умеет. Да. Михаил Михайлович, спасибо огромное. Спасибо что большое. время ответить на вопросы. До Спасибо свидания. большое. Ну что, Андрей, к другой теме. История с обменом Виктора Бута, российского бизнесмена, который отбывал 25-летний срок в американской тюрьме. Вот она наделала очень много шума. Обменяли Бута на баскетболистку Британи Грайнер. Вот эта история наделала много шума в западной и российской прессе. Но совершенно не освещалась в прессе молдавской. Вот мы это упущение и исправим сегодня. Тем более, что Виктор Бут считается прототипом голливудского... Николаса Кейджа, да? Вот, Николас Кейдж. Фильм Главного героя «Оружейный барон». голливудского фильма, да, «Оружейный барон», которого играл Николас Кейдж. Вот вылетела у меня фамилия, да. Американские журналисты Бута прозвали торговцем смертью, и довольно резонно, потому что Бут получил свой срок за сговор с целью продажи крупной партии вооружений. Притом продавал он зачастую террористическим организациям, что особо важно. Колумбийской группировки. В том числе. ФАРК, которая в США признана террористической организацией. Да, действительно, это так. Сам вину Бут всегда отрицал, но почему Кремлю так важно было вытащить Бута из тюрьмы? Вот об этом я поговорила с журналистом-расследователем Сергеем Каневым. Это журналист, работает в издании «The Insider». Я не знаю, сказал ли он это, но у Бута еще и фотография Путина висела в камере. Может быть, поэтому его вытащили. Ну, это шутка, конечно. Нету, но... Давай посмотрим, что он сказал. Да, интервью было записано заранее. Давай посмотрим.
Сергей, давайте для начала мы попытаемся разобраться, кто такой Бут. Вот известно, что он был военным и, уволившись в запас, он занимался бизнесом. Сам он говорил, что в сфере международных авиаперевозок. А на самом деле? Нет, ну, насколько это общеизвестный факт, Виктор Бут окончил, сейчас он называется Военный университет Министерства обороны, переводческий факультет. Работал, значит, он переводчиком в Анголе, по-моему, в Мозамбике был, и в Африке, в остальной Африке. Это известно, у него было официальное звание старший лейтенант Минобороны. Но, скорее всего, он был все-таки приписан к ГРУ. А если говорить о бизнесе, что это был за бизнес? Это действительно авиаперевозки, как он утверждал? У него было несколько авиакомпаний. Он занимался перевозкой, и в том числе и оружия, алмазов, продовольствия. Его даже нанимали американцы, он перевозил вооружение в Ирак. Это все хорошо известно. Он базировался долгое время в Эмиратах Арабских. Там у него официальный офис был. Все это известно. В Москве он тоже, у него бизнес был, связанный с авиаперевозками. Одно время он даже общался очень близко с теперь уже покойным мэром Москвы Юрием Лужковым, и они даже, у них был совместный проект. У Бута была авиакомпания Samar Airlines. Вот. Она, по-моему, со штаб-квартирой в Таджикистане. И вот как раз вот эта компания закупила в Штатах Боинг и Дуглас, и грузовые самолеты. И когда американцы стали проверять сам контракт, они выяснили, что это Виктор Бут, заблокировали сделку. А когда уже его взяли в Таиланде, как раз у него изъяли у Бута ноутбук, где как раз были подробности этой сделки. И это легло в основу обвинительного заключения. Ну, в общем-то, я посмотрел авиаперелеты Бута за 10 лет, где он летал в Москве, точнее в России, да. И тут, в общем-то, это директора каких-то оборонных предприятий. Например, такой Андрей Шестун летал с Бутом в Питер и обратно. Андрей Шестун – это директор научно-производственного объединения «Конверсия». Вот. В общем-то, занимался оборонкой, и вместе с ним Бут достаточно долго летал. Но в том числе я посмотрел, в числе авиапассажиров, соседей Бута, значит, были сейчас Абдулатиф Алатчан, некий, Мустафа Алхебаши. Это, как я понимаю, это афганцы. Люди из окружения тогдашнего президента Афганистана, по-моему, Рабани его, что ли, звали. Угу. Ну, в общем-то... То есть это, получается, его компаньоны были, да? Да, компаньоны, да. И в том числе я увидел там и граждан Ливии, были, вместе с ним летали, ну и так далее. Они все были связаны тоже с торговлей оружием, правильно? Разумеется. Угу. А где они сейчас, эти компаньоны, известно вам? Я вот пытался найти, где они сейчас, но что-то они вообще не пробиваются, именно вот эти Алатчаны, Алхебаши. Ну, кроме того, у него еще и были российские компаньоны. Это Юрий Лисица, тоже завязан на авиаперевозки, и Никита Ильченко такой. Вот. Я посмотрел, у них сейчас до сих пор фирмы, связанные с авиаперевозкой, но, правда, у них выручки упали сильно. Тогда главный вопрос, зачем Кремль так упорно добивался освобождения Бута? Ну, во-первых, он никого не сдал, кто стоял за оружейными алмазными сделками. Да, он отрицал все обвинения, и все эти годы он молчал. Вот. Ну, как известно, Кремль своих не бросает, как они говорят. Вот. И второе, конечно, он, находясь в американской тюрьме, он представлял какую-то опасность для вот этих людей, которые стояли за этими сделками оружейными. Вдруг чего он мог заговорить, да, и там рассказать, что это за люди.
Тем более он больше всего, и как я посмотрел, он делал авиаперелетов по России. Это в Питер и Москва-Питер. Постоянно вот он летал. Поэтому его и вытащили. И тем более он очень выгоден Кремлю как пиар. Вот как такой пиар идет. Вот он в нечеловеческих условиях сидел в американской тюрьме. Нечеловеческие условия – это пытка гамбургерами. Так мало того, еще не только гамбургеры, да, заставляли его есть гамбургеры. Он же еще там писал жалобу, почему ему не выдают соевое молоко. Да, как это так? Его отработают по полной программе. Уже ЛДПР и Леонид Слуцкий, лидер ЛДПР теперешний, в отсутствие Жириновского, он его раскрутит по полной программе. Уже вручили Буту партбилет ЛДПР. Все говорят, что он войдет, Бут войдет в Госдуму скоро. И у нас Госдума будет очень замечательная. Да, в части ЛДПР, фракция ЛДПР. Андрей Луговой, отравитель Литвиненко. И вот теперь Бут войдет. Еще осталось вытащить из немецкой тюрьмы Вадима Красикова, это киллера. И тоже его, принять в ЛДПР и пропихнуть в Госдуму. И тогда будет вообще полный ажур. Сергей, большое спасибо за то, что нашли время поговорить с нами. Еще увидимся, надеюсь. Да, ну, состав Госдумы, конечно, да, впечатляет. Какие времена, такие герои. Ну, действительно, знаешь, с Бутом, вокруг Бута, да, такая шумиха, настоящая пиар-компания. И правда, часовое интервью на крупном канале. Торжественное принятие в партию, о чем сказал наш гость. Ну, То есть да. вот оно все Встреча в раскручивают. аэропорту Да. во Внуково. Займет достойное место рядом с Кадыровым, рядом с Пригожиным. Великие люди новой России. А что ты думаешь по поводу этого персонажа? Слушай, очевидно, что человек имеет серьезный такой криминальный бэкграунд. Это действительно, вот его вытащили просто по той причине, что он никого не сдал. Так? Это в том числе, но я думаю, что именно чтобы он не сдал, потому что он реально мог начать говорить, потому что, знаешь, человек, который сидит 25 лет, кто знает, что у него там в голове происходит. Он в какой-то момент мог сломаться и начать выдавать всех людей. Очевидно, что если там шли сделки на миллионы долларов оружием, то это не простые люди. Это люди, которые и сегодня находятся в самом верху руководства России. Поэтому, представляешь, если вот сейчас в этой ситуации, когда и так у России проблемы на международном поле, вдруг будут говорить и рассказывать о том, что, слушайте, а вообще-то я тут не сам по себе, а вот за мной стояли вот эти люди, и мы вместе торговали и оружием, и алмазами. Представляешь, какой был бы резонанс. Поэтому, И пусть лучше займет место в Госдуме, может быть, для них был бы проще вариант, чтобы он там умер в тюрьме, но все-таки не настолько влияние в России, чтобы люди умирали в американской тюрьме. Все-таки это режимные объекты. Поэтому его вытащили. И сейчас будут раскручивать, делать из него великого героя. Уже это происходит. Уже сейчас. Да, согласна. Давай о Молдове. Одно из главных событий уходящего года – это, конечно, получение кандидатского статуса на вступление в Евросоюз. Надо признать, не случись войны в Украине, Молдова вряд ли могла бы рассчитывать на такое решение Евросоюза. Но, впрочем, непосредственно до присоединения к большой европейской семье нам придется еще подождать, возможно, подождать даже года. Например, Турция с 2005 года ведет переговоры о вступлении, пока безрезультатно. Прости, я хочу именно по этому моменту по Турции сказать. Дело в том, что часто очень приводят этот момент, скептики особенно говорят, что смотрите, Турция уже сколько десятилетий, она кандидат, но не движется. Но мне кажется, это не очень хороший пример, потому что у меня ощущение, что Турция на самом деле и не очень хочет. Потому что все-таки Турция – это очень специфическая страна, там очень специфическая власть, которая, назвать ее европейской демократией, это можно, с очень-очень большой натяжкой. Условно. Да, поэтому говорить, что вот они прямо так рвутся, а их не пускают, вот я бы так не сказал. И совершенно другая ситуация с Молдовой. Плюс то, что мы маленькая страна, нам гораздо легче абсорбироваться с европейскими всеми институтами, то есть как слиться. Турция – это все-таки нам предстоит большая работа. Действительно, Конечно. да, и набраться придется терпения. В любом случае нас ждут реформы всеобъемлющие.
Ну, от госуправления, да, до И юстиция обязательно, это до очень важный судебной момент. системы, Да. конечно, да. Все предстоит подбить под стандарты Европейского Союза, и каждый шаг по присоединению, а весь процесс разбит на 35 содержательных этапов, должен быть одобрен всеми странами, членами Европейского Союза. Вот на каком этапе находимся мы сейчас, узнаем из материала Петра Гарчу. Давай посмотрим, интересно. Вместе со статусом кандидата Молдова получила рекомендации от Еврокомиссии. В Министерстве иностранных дел говорят, что работа над их выполнением началась сразу же. Состояние дел в стране на июнь 2022 года Еврокомиссия оценит в отчете, который будет представлен в ближайшее время. Из него будет ясно, в каких областях есть недоработки. Одна из проблем, на которые, скажем так, указывают наши коллеги из Брюсселя, состоит в том, что скажем, административные возможности наших министерств, они достаточно, скажем, недостаточны для тех реформ, которые для нас предстоят. Поэтому мы вот работаем, в том числе, как я уже говорил, над созданием структур, над укреплением потенциала наших органов власти. Подготовка персонала министерств – первое из основных направлений, по которым ведется работа. Всего их 3. Второе направление – это создание структур, которые будут ответственны и будут напрямую вовлечены в европейскую интеграцию. Создаются 33 отраслевые рабочие группы, которые будут ответственны каждая за основные разделы, 33 раздела переговоров о вступлении с Евросоюзом. Еще одно направление связано с работой молдавских дипломатов. Они информируют структуры Евросоюза о том, как выполняются рекомендации. К июлю следующего года Молдове предстоит показать результаты в 9 областях. В частности, в реформе юстиции, борьбе с организованной преступностью и в сфере защиты прав человека. Эта работа, как отмечают эксперты, для граждан почти незаметна. Но от нее напрямую зависит конечный результат вступления Молдовы в ЕС. Какая работа была проведена, скажем, там, начиная с 2010 года и по 2014, когда было подписано соглашение об ассоциации? Сложно сказать сразу так сходу для рядового гражданина, но был результат. Да? Вдруг в 2014 году мы смогли или получили возможность ехать в Европу без виз. А этому предшествовала огромная работа. Эксперт подчеркивает, что статус страны-кандидата – мотивация для властей, но и дополнительная ответственность. На фоне таких ожиданий у правительства, у властей страны в целом значительно сужается пространство для маневра. В том смысле, что ожидаются перемены к лучшему, ожидаются где-то даже прорывные перемены. И невозможность, допустим, правительства обеспечить это, доказать, что этот статус кандидата был получен не просто так, будет иметь серьезные политические последствия. Поэтому ставки, безусловно, высоки, и мне кажется, все это понимают. Кроме Молдовы и Украины, кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Сербия, Черногория, Северная Македония и Турция. Вот при каких обстоятельствах Молдова получила этот статус, конечно, важно, но уже второстепенно, мне кажется, для нас это огромный шанс. Это, безусловно, шанс, но, знаешь, я тут с тобой немножко не соглашусь, что эти обстоятельства, почему они важны? Потому что они продолжают играть свою роль. Важны. Дело в том, что, в принципе, вот как в 2014 году, в 2013, вернее, году нам говорили, что, ну, вряд ли у нас в ближайшее время получится евроассоциация, вряд ли получится безвиз. В 2014 году началась аннексия Крыма, начался Донбасс, и летом 2014 года мы подписываем евроассоциацию, потому что нас начинают интенсивно тянуть. Сейчас повторяется такая же история. Тоже нам говорили еще буквально год назад, ребята, ну, минимум лет через 5 вы подадите заявку, и, может быть, даже вот я общался с господином Попшоем в одной студии, он сказал, что к концу нашего правления мы попробуем подать заявку. То есть, ну, это через 3 года на тот момент было. Сейчас это уже произошло. То есть мы уже даже уже получили статус, не только подали заявку, но уже и получили статус кандидата. Конечно, в этом сыграла свою роль эта война. То есть фактически, знаешь, Путин при всем том, что к нему сейчас многие негативно относятся, но в этом плане он нам помог. Ну, я понимаю, как здесь сарказм, чтобы кто-то не сказал, вот, хвалит Путина. Хвалю за то, что втолкнул нас в Евросоюз, в кандидатство. Я думаю, что, знаешь, такими темпами он нас столкнет и в Евросоюз, и, может быть, даже в НАТО. Оно где-то, знаешь, сейчас выглядит где-то как полушутка, но на самом деле это, наверное, совсем не... То есть ты серьезно рассматриваешь? Абсолютно серьезно, да, потому что
Видишь, как изменилась ситуация. Европейский Союз хочет иметь широкую буферную зону на границе с восточными соседями. И поэтому нас, Украину, у нас интенсивно подтягивают к себе, нам помогают. Но здесь надо понимать одну очень важную вещь. Знаешь, это вот мне напоминает, как вот в детстве, когда я учился подтягиваться, вот ты еще, у тебя не хватает еще сил подтянуться, и тебя подталкивают вверх. Но если ты сам не тянешься руками, ты не поднимешься до конца. Вот так и с Молдовой. То есть нас подталкивают, нам помогают. Но этого усилия, которое нас толкают, оно недостаточно, чтобы полностью подтянуться. Нам нужно свои мышцы тоже напрячь и сделать работу. Вот то, о чем ты сказала, вот эти все виды реформ, они обязательны. Да, у нас сейчас в обществе слово реформа, оно вызывает какое-то реформа, да перестаньте. Да сколько можно про эти реформы говорить? Но без этого никак. Можно назвать как угодно, но суть в том, что реформы должны быть, потому что на самом деле евроинтеграция – это не мы собрались, знаешь, все, берем страну, идем в Евросоюз. Все, забирай, ты эту улицу, ты тут, ты этот город. Ну, так же не бывает. Евроинтеграция – это сделать Европу здесь, у нас, в Молдове. Вот это будет евроинтеграция. Но для этого надо приложить огромные усилия. У нас еще есть одна тема, которая касается Молдовы, но об этом чуть-чуть позже. Не можем мы оставить без внимания новость, которая взбудоражила медийное пространство Молдовы. Соцсети просто пестрят. Да. В пятницу стало известно решение комиссии по ЧС о приостановке лицензии на вещание 6 каналов. Это ТВ-6, РХ-ТВ, Примулум Молдова, Акчент, НТВ и РТР Молдова. Решение принято для того, чтобы, я процитирую, защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением. Ну, вот сразу заговорили о диктатуре, о цензуре, о зачистке, о запрете свободы слова. Социалисты решение намерены оспорить в суде, а президент Майя Санду пояснила, лица, находящиеся под международными санкциями, будут стремиться дестабилизировать ситуацию в стране, поэтому информационное поле надо защищать, а не зачищать. Андрей, новость, конечно, взбудоражила всех, но мне интересно, что думаешь ты. Знаешь, на самом деле, где-то это, наверное, было ожидаемо и логическое развитие предыдущих событий. Потому что у нас в прошлые годы, мы все знаем, были запрещены российские пропагандистские и военные передачи на каналах, которые ретранслировались у нас. Да. Но получилась такая ситуация, что те каналы, которые у нас здесь отстаивают интересы России, они, по сути, брали нарративы той пропаганды и продвигали ее у нас здесь. Даже в сканере. Много раз. И вообще эта тема поднималась многократно. Но они продолжали. Потом, знаешь, что опасно? Если, условно говоря, на российских каналах федеральных говорили, там, будем бомбить Берлин, там, то, что, такая у нас кондовая пропаганда, которую у нас не принимали люди в Молдове. Наши действовали аккуратней. Немножко где-то фейк, где-то манипуляция, где-то что-то. И оно влияло гораздо хуже. И даже вот обрати внимание, сейчас, вот когда появилась эта информация, появилась опять от них такая ответка, откровенно манипулятивная, лживая. У нас поставили блокировку на работу русскоязычных журналистов в стране. Подождите, господа, вот мы сейчас с тобой на каком языке говорим? Новости на Молдова-1 в 12 часов на каком языке выходят? То есть где эта блокировка? Значит, все-таки проблема не в том, что говорим на русском, а проблема в том, что говорим. И если люди делают вот эту вот манипуляцию, вот как даже вот сейчас этот последний их выпад в пятницу, это же очевидные манипуляции, это же очевидные вещи, которые им как-то надо этому противостоять. Более того, я могу с уверенностью сказать, что, вот знаешь, второй момент, на который они сейчас давят, что тысяча человек потеряло примерно работу. Я могу с уверенностью сказать, что нету никакого бана, что вот эти люди не имеют права работать. Я абсолютно уверен, что абсолютное большинство из них в ближайшее время найдут работу, потому что и именно на телевидении, потому что постоянно на телеканалах не хватает людей, постоянно, особенно профессионалов, очень. И особенно, кстати, русскоязычных, потому что очень мало у нас качественных журналистов, которые могут работать на русском языке. Поэтому это тоже проблема больше надуманная, которую они раздувают. Ну вот, посмотрите, какие фашисты запрещают говорить на русском языке. Я говорю на русском сейчас, если кто-то не понял, если вот на всякий случай. Перевод не нужен. Да, и еще один момент, на который хочу обратить внимание, последний. Тоже они поднимают тему, что открыли ящик Пандоры. Это потом обернется против самих властей, это обернется против Молдовы, это будет война. Да, про бумеранг я читала тоже. Да, это тоже у них сейчас такая тема. На самом деле это не началось в Молдове. Молдова, наверное, последняя подхватила. До этого это было в Латвии, в Литве, в Эстонии, в Грузии. Это было в странах Восточной Европы, в Польше. То есть это прокатилась волна по всему пространству, где работали
каналы, работающие на интересы Кремля, их везде позакрывали. Мы последние проснулись и решили что-то здесь сделать. Поэтому, опять-таки, говорить, что это мы изобрели какой-то велосипед, пошли против европейских ценностей, мы, наоборот, сделали то, что делала Европа, просто с опозданием на несколько лет. Поэтому я думаю, что это было неизбежно. И да, сейчас надо, конечно, следить за тем, чтобы не получилось, что, знаешь, как вот бывает, с водой выплеснули и ребенка. То есть надо контролировать, общество должно следить, чтобы не было, не дай бог, каких-то притеснений именно по языковому принципу. Такого не должно быть. Притеснения, вот эти санкции должны быть именно по принципу деструктивной пропаганды, фейков, вот то, чем, в общем-то, занимались многие, к сожалению, эти люди. И это пока не отзыв, лицензия, да? Это приостановка. Это приостановка. Ну, мы должны понимать, что на самом деле это в большинстве случаев будет означать закрытие каналов, потому что на долгий период канал не может заморозить свою работу. Понимаю. Это такова ситуация. Ну, тут вроде все обсудили. Да. Андрей, ну я уже говорила, что это последний выпуск «Сканера» в выходящем году. И вот чтобы как-то символически подвести его итоги, давай посмотрим, какие слова характеризуют 22 год и что нам об этом говорят запросы в интернете, вот в самом популярном поисковике мира. Результаты ожидаемые, но только отчасти. С сюрпризами, да. Давай посмотрим. Первыми итоги года подвели составители словаря английского языка Коллинза. Главным словом 2022 они назвали «пермакризис», понятие, которое описывает переживание войны, инфляции и политической нестабильности. Выбрали его путем мониторинга базы данных Collins Corpus, содержащей 8 миллиардов слов, а также медиаисточников, включая социальные сети. Издатели другого авторитетного словаря, американского Merriam-Webster, словом года назвали «газлайтинг» – манипуляторский прием, когда человека заставляют верить не своим глазам, а тому, что ему навязывают. В наш век дезинформации, фейковых новостей, теорий заговора, интернет-троллей и дипфейков, газлайтинг стал словом нашего времени, отметили в редакции. Еще одно слово года по версии Оксфордского словаря – режим Гоблина. Это сленговый термин, означает он поведение, основанное на бесцеремонном потворствовании собственным желаниям, лени, неопрятности и жадности, обычно сопутствующее отказу соответствовать общественным нормам и ожиданиям. Выбрали его впервые путем общественного голосования. А вот в России главным словом ожидаемо стала война и военный. Определил его независимый экспертный совет из филологов, культурологов, журналистов, писателей, философов. В первую тройку слов года в России также вошли мобилизация и релокация. В категории выражения года на первом месте специальная военная операция. Главный эвфемизм, который используют российские власти и пропагандисты для обозначения агрессии в Украине. На втором месте лозунг «Нет войне». На третьем вопрос, ставший мемом «Где вы были 8 лет?». В категории антиязык, то есть язык ненависти, лжи и пропаганды, победила дискредитация армии. Уголовная статья, по которой в России преследуют людей с антивоенной позицией. Дальше денацификация и демилитаризация и иностранный агент. Еще один показатель, который отражает дух времени – рейтинг поисковых запросов, который ежегодно представляет Google. И он напомнил, что в мире есть не только война, инфляция и энергетический кризис. I've never seen this kind of courage. They're fighting with all they have. Слава Украине! The word freedom right now means a lot for us. This could be the beginning of a new era. You know, I call it evolution. This is what believing looks like. And don't you ever, ever give up on you. На первом месте в рейтинге поисковых запросов оказалась игра «Головоломка Wordle», где нужно угадывать английские слова из 5 букв. На втором – Индия versus England, то есть Индия против Англии. Тут речь идет о противостоянии в крикете. Третий по популярности поисковый запрос – Украина, и она же первая в категории новости. Второе место в этой категории – кончина королевы Елизаветы II. Дальше результаты выборов и выигрышные номера американской лотереи Powerball. Самым популярным человеком по количеству запросов в Google стал актер Джонни Депп. В тройку лидеров попала и его бывшая жена Эмбер Хёрд, с которой они летом скандально судились. Вторую и пятую строчку заняли Уилл Смит и Крис Рок, очевидно, из-за скандала на «Оскаре», когда один ударил другого. И между ними расположился президент России Владимир Путин. Недавно Google исключил Россию из проекта «Год в поиске». Результаты по этой стране в Google Trends больше не отображаются. Молдовы в проекте не было. Добавлю, человеком года по версии журнала Time, а именно его решение больше всего освещают в новостях, стал Владимир Зеленский и дух Украины.
Как написали журналисты издания, в этом году выбор был самым легким на их памяти. Кого-то битва за Украину наполняет надеждой, кого-то страхом. Но в любом случае Владимир Зеленский встряхнул мир так, как никто не встряхивал уже много десятков лет, отметили в редакции. Также Зеленский стал человеком года по версии британской газеты Financial Times и самым влиятельным европейцем по версии издания «Политико». В этом же рейтинге упоминается Владимир Путин. Его «Политика» назвала неудачником года. И еще одна важная премия имени Сахарова, которую вручает Европарламент. Это премия за свободу мысли, и ее тоже присудили Украине в лице Владимира Зеленского. Показательно, правда? Безусловно. Но, знаешь, вот я с чего хочу начать. То, что вот эти исследования по словам, исследования по трендам Гугла, это на самом деле гигантское, беспрецедентное социологическое исследование. Представляешь, миллиарды человек в этом участвуют. Это не может сравниться никакое исследование, которое делается какими-то отдельными группами. И тенденции тут очень можно прослеживать. Ну, на самом деле, это более широкое, можно, знаешь, маленькое такое отступление. Pornhub публикует каждый год свою статистику. Так. Да, ну это, может быть, выглядит для кого-то просто как шутка, но на самом-то деле социологи даже здесь определяют какие-то тенденции социологические, которые происходят в разных странах, опираясь на эти данные. Например? Условно говоря, например, где-то увеличилась продолжительность просмотров этих роликов, где-то поменялись темы запросов. И социологи, психологи, изучая это, говорят, что так, в этой стране такие тенденции, в этой такие. Это к тому, что вот это, на самом деле это все очень серьезно. Оно где-то выглядит как шутка, вот там победила какая-то игра. А почему? Почему эта игра вызывает такой интерес? Значит, есть у людей, ну, условно говоря, можно утрированно сказать, где-то уровень стресса выше, люди хотят успокоиться, люди вот... И эти все моменты, ну, конечно, то, что сейчас на первом месте тема войны, тема Украины, тема, ну, в России там мобилизация и так далее, тема пермакризиса в английском языке, это все говорит о том, что, конечно, мир живет в стрессе, в большом стрессе. И если у нас был коронавирус пару лет назад, пандемия, сейчас война, то есть мы продолжаем находиться в этом стрессе, это, конечно, очень тревожно, но вот эти вот тенденции, они нам дают больше возможность прочувствовать, как оно меняется, куда мы движемся, в каких направлениях. И я думаю, что мы в следующем году будем об этом очень говорить, но я здесь хочу еще одно очень такой наш момент, который он меня лично зацепил. Вот в конце нашего репортажа было, что Россию исключили из трендов Google Analytics, а Молдовы там и не было. Не было. Меня, знаешь, это постоянно вот так это колет, как получается, вот, например, из России ушла Икея, H&M, другие, а у нас их и не было. Из России ушли карты на автомобилях, где навигация, а в Молдове нас и нет. Молдовы нет на картах в автомобильной навигации у всех основных брендов мира. Это, конечно, это очень обидно, потому что получается... И знаешь, я думаю, это не просто так. Это результат 30-летней политики, когда мы пытались быть и не с теми, и не с этими. Вернее, и с теми, и с этими, но в итоге оказались не там и не там. Когда вот наши продажные политики говорили, что мы будем чуть-чуть с Европой, чуть-чуть с Россией, чуть-чуть не знаю еще с кем, в итоге мы оказались нигде, никем, и у нас нет ни этих брендов, у нас нету ни этих... Ну вот все то, что мы перечислили, даже Google аналитики и даже партнерской программы на Ютубе у нас нет в Молдове. Наверное, одна из немногих стран, у которой нет партнерской программы с Ютуба. То есть мы не можем зарабатывать на Ютубе официально деньги. И это вот все результат того, что мы сидели между двумя стульями. Нам уже пора определиться, где мы, с кем мы, кто мы. И это вот в том числе тоже из этого репортажа видим, когда мы даже не можем обсудить слова, тренды в Молдове, потому что знаешь, просто нас там нет. Я понимаю, могу себе представить, какое желание ты загадаешь на Новый год. Правильно? Одно из них, наверное, да. У нас заканчивается эфирное время, будем закругляться. Увидимся уже в будущем году. Уже в следующем году, да. И надеюсь, он будет получше, чем этот. Хотелось бы.